Тема. Здравствуйте, дорогие наши земляки, дорогие туркменистанцы. Мы рады с вами встрече, где бы вы ни проживали в мире. Всем известно, что в данное время туркмены проживают уже на всех континентах и во многих странах. Тем не менее, наверное, вы все уже знаете, что 12 марта 2022 года состоялись в Туркменистане досрочные, внеочередные президентские выборы. Но также, как вам известно, в Туркменистане никогда еще в годы независимости ни разу не проводились нормальные демократические выборы, справедливые выборы. Всегда это был фарс, всегда решали судьбу президентской должности или кому быть президентом за кулисами, никогда не давали решать самому народу Туркменистана путем голосования. Но в этот раз мы решили поломать этот уже ставший просто-напросто какой-то злой традицией, уже недоброй традицией, вот этот фарс президентских выборов и организовали во всем мире электронное голосование президентских выборов. То есть мы включили в этот список электронного голосования всех зарегистрированных кандидатов в Туркменистане, а также участвовали помимо этого еще и 4 кандидата, которые, значит, включились в эти соревнования из-за рубежа. Тоже наши земляки. И нашим кандидатом на выборах был Мурат Курбанов, лидер ДВТ. Он был выдвинут нами с демократической платформы от имени демократических туркменистанцев, а также инициативная группа радио Туркменской свободы выдвинул Мурада Курбанова в кандидаты президента Туркменистана. В итоге этого голосования электронного Мурад Курбанов набрал более 208 тысяч голосов туркменистанцев и тем самым показал, что он лидирует в этой гонке президентской. То есть он набрал фактически 49,8% голосов туркменистанцев. Теперь, значит, в этих выборах выдвинулись вперед как раз вот Сердар Бердымухамедов, который тоже участвовал в этих выборах электронных, и Мурат Курбанов. А все остальные, они набрали поменьше голосов. И по тем правилам, которые существуют во всем мире и также признаны в Туркменистане, теперь должен состояться второй тур выборов президента Туркменистана. Мы уже отправили свое требование, чтобы эти выборы уже проводились, чтобы вот второй тур состоялся между Мурадом Курбановым и Сердаром Бердымухамедовым, сыном диктатора Курбангулы Бердымухамедова. Но Центральная комиссия по выборам президента Туркменистана пока не ответил на наш запрос. И, скорее всего, наверное, никогда не ответит, потому что они люди подневольные и выполняют приказ и распоряжение самого режима. Конституция Туркменистана для них это пустой звук, пустая бумага, и поэтому они, конечно же, будут обслуживать режим, как и им велено. Тем не менее, снова мы готовы и решили поломать и эту традицию, и самим снова организовать в свободном мире, в Европе, второй тур выборов президента Туркменистана, где будут участвовать, соревноваться вот первые, опередившие всех первые 2
кандидатов в президенты. Это Мурат Курбанов, который набрал, как я уже сказал, 49,8% голосов туркменистанцев из тех, кто участвовал на выборах электронных, и Сердар Бердымухамедов, который, если я не ошибаюсь, набрал почти 17% из тех, кто участвовал на электронных выборах. И теперь вот у нас есть уже конкретный план, как будут проводиться этот второй тур электронных выборов президента Туркменистана и какие конкретные намечаются нами мероприятия, чтобы этот второй тур состоялся, тоже был признан в свободном мире как настоящие выборы, а не те, которые фальсифицированные выборы, которые проводятся в Туркменистане. И, кстати, которые не признаны ни ОБСЕ, ни свободным миром. Там только вот подкупленные заранее так называемые обсерваторы или как эксперты или наблюдатели из стран СНГ, которые нигде не признаются в свободном мире. И поэтому мы решили, значит, все-таки согласно тем правилам, которые существуют в свободном мире, провести честные, прозрачные, демократические выборы. Естественно, мы можем провести такие выборы только в электронном формате, потому что доступа к Туркменистану нет ни у кого, в том числе и у нас. И мы дали своим соотечественникам, где бы они ни проживали, участвовать в этих выборах президента Туркменистана. И, пожалуйста, мы снова обращаемся к вам. Вот скоро мы объявим дату проведения второго тура выборов президента Туркменистана, где будут участвовать вот Мурат Курбанов, кандидат от демократической оппозиции и представитель демократически настроенных кругов Туркменистана, а также Сердар Бердымухамедов, сын нынешнего диктатора Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Ну, чтобы в этом плане немножко расширить информацию, как будут проводиться выборы и каким образом можно участвовать на этих выборах, я бы хотел передать слово нашему кандидату, который одержал убедительную победу на первом туре этих выборов. Мурат, пожалуйста, слово вам. Можете рассказать нашим русскоязычным соотечественникам о том, что мы планируем провести второй тур выборов президента Туркменистана. Спасибо, Ахмед Сапарага. Правильно Ахмед Сапарага сказал, что мы предоставили электронным голосованием возможность всем туркменистанцам участвовать в этих президентских выборах. Потому что 45% населения, к сожалению, из-за этого диктаторского режима вынуждено проживать во многих странах этого мира. Например, в Турции проживает около 1 миллиона человек, и они разбросаны везде, по всем городам. А избирательный участок находится только в Стамбуле один, в посольстве, в генеральном консульстве и в посольстве Анкары. То есть это нереально, чтобы остальные люди смогли добраться до этого избирательного участка. Поэтому 45% населения Туркменистана вынуждены были покинуть Туркменистан для того, чтобы заработать деньги в виде трудовых мигрантов и отправлять деньги в Туркменистан. Вот мы учли эти все проблемы и создали специально электронное голосование с идентификацией. Все эти данные у нас находятся. Они будут представлены в международную организацию для подтверждения реальных голосов и подсчета голосов. Мы переходим согласно этим выборам, я вам покажу, значит, сайт интернета, где эти выборы были проведены и показаны. Посмотрите, пожалуйста. Вот это сайт интернет. Вот здесь все 13 кандидатов, которые участвовали. Вот здесь проходило голосование. Значит, 9 кандидатов зарегистрированных официально в Туркменистане
и 4 кандидата, которых не зарегистрировали в Туркменистане. То есть мы отправили все документы, я сделал специальное видео, показал, что во время предвыборной кампании, как положено, я согласно сроков отправил свои документы, даже сделал так, чтобы эти документы доставили прямо в их почту, значит, на место в Центральную избирательную комиссию. Если мы посмотрим результаты голосования, то видно, что победителем этих голосований оказался Мурат Курбанов с голосами 208 425 голосов или 49,8%. Далее Сердар Бердмухамедов, сын президента, который как бы победный кандидат, как в Туркмении считают, он набрал 69 973 голосов или 16,72%. Агаджан Бекмурадов набрал 8479 голосов или 2,03%. Перхат Бегенджев, следующий кандидат, набрал 8416 голосов или 2,01%. Максат Одешев набрал 11 504 голосов или 2,75%. Максат Мурат Овезгельдиев набрал 43 810 голосов или 10,74%. Он на третьем месте этих выборов. Берды Мамед Гурбанов набрал 8592 голосов или 2,05%. Какагеды Сарыев набрал 5241 голосов или 1,25%. Гельды Кяризов набрал 20 883 голосов или же 4,99%. Нурмухамед Аннаев набрал 8446 голосов или 2,02%. Баба Мурат Мередов набрал 8115 голосов или 1,94%. Хыдыр Нуннаев набрал 8372 голосов или 2,2%. Ахмед Рахманов набрал 8233 голосов или 1,90%. То есть, другими словами, основной кандидат, который значит, выиграл эти выборы, не набрал 50% голосов. Соответственно, не хватило приблизительно около 8 тысяч голосов. Исходя из этого, мы переходим на второй тур голосований, который состоится между первым и вторым кандидатом, которые набрали 49,8% Мурат Курбанов и Сердар Бердмухамедов 16,72%. То есть, другими словами, мы обязаны провести второй тур выборов президента Туркменистана. В ближайшее время мы объясним, как это будет происходить, каким образом, какая идентификация нужна, необходима для участия в этих выборах. И более специально будут видеоролики, посвященные объяснениям этого. После чего, когда завершатся выборы, мы соберем всю информацию, официально объявим, и все эти данные возьмем и обратимся в международное сообщество для признания этих выборов. Как вы знаете, в Туркменистане выборы, те президента, которые проходят, они сфальсифицированы на протяжении 30 лет. Сегодня туда приехала комиссия из России и комиссия из Казахстана. Сами представляете, что это такое. Правительство Казахстана отправило комиссию. Это то правительство, которое официально стреляет в свой народ. И правительство России отправило свою комиссию. Естественно, там тоже они сами живут в этом диктаторском режиме. Кроме этого, шанхайская делегация, то есть возглавляемая Пекином, отправила свою делегацию, так как Китай имеет большой контракт, газовый контракт с Туркменистаном. Этот газовый контракт составляет около 70% общего экспортного дохода Туркменистана. Эти партнерские отношения надолгие, и поэтому оттуда пришла комиссия, которая, естественно, подтвердит все, что укажет местное правительство. Эти выборы уже сфальсифицированы, потому что 97% явка, то есть из 3 миллиона 445 тысяч избирателей, 97% пришли. По нашим всем данным наших активистов, граждан Туркменистана, которые к нам обращаются,
от 10 до 15% туркменистанцев участвовали в выборах. Остальные физически не смогли. Поэтому, соответственно, как всегда, диктаторы выигрывают, у них будет больше 90% голосов. Соответственно, эти все 80% голосов, которые они показывают, полная фальсификация. И исходя из этого, мы будем представлять международным организациям, международному сообществу, свободному миру наши идентифицированные голоса на этих выборах и будем настаивать на том, чтобы признали эти выборы, и тем самым мы сможем официально приехать в Туркменистан и утвердить новую демократическую власть. Спасибо. Да, спасибо, Мурат. Действительно, мы обращаемся сегодня к вам, наши дорогие соотечественники. Где бы вы ни проживали, пожалуйста, активнее участвуйте и также, как и в первом туре, во втором туре президентских выборов Туркменистана, где будут соревноваться теперь занявшие первые и вторые места в первом туре Мурат Курбанов и Сердар Бердымухамедов. Давайте мы совместными усилиями укрепим, подкрепим, еще раз подтвердим нашу эту великолепную победу. И во втором туре покажем и докажем не только режиму, но и в глазах всей мировой общественности, что туркменистанцы наконец-то через 30 лет после завоевания независимости решили взять судьбу страны в свои руки и проголосовали за первого демократического кандидата в истории выборов в Туркменистане. И это действительно так. У нас ведь после развала Союза еще ни разу не состоялись настоящие справедливые, честные выборы. Всегда судьбу будущего Туркменистана решали за кулисами несколько человек и назначали кого-то, и только для отвода глаз мировой общественности и также для обмана собственного народа там организовывали какие-то фальшивые выборы на уровне фарса. Но вот мы в этот раз решили не смириться с этим и вот организовали, как я уже в начале рассказал, электронные выборы президента Туркменистана, пользуясь тем, что были объявлены в Туркменистане досрочные внеочередные выборы президента Туркменистана. И вот 12 марта этого года, когда состоялись, вот этот был решающий день, основной день подведения итогов и голосования. И, слава богу, наши соотечественники, туркменистанцы, не ударились лицом о грязь и доказали, что они могут проголосовать за, не боясь от режима и всех угроз режима и служителей режима, за того кандидата, за которого они хотят голосовать. И мы очень рады, что предложено нами от демократической платформы и от имени демократической оппозиции и демократически настроенных граждан, от имени демократически настроенных граждан Туркменистана, кандидат Мурат Курбанов победил на этих выборах, то есть в первом туре выборов президента Туркменистана. Теперь остается второй тур. И это здорово, что мы можем во втором туре не только подкрепить нашу победу, но и доказать, как я уже сказал, еще раз всему миру, самим себе, и также, значит, этому режиму, который терроризирует наш народ, нашу страну уже в течение 30 лет, что больше туркменский народ, туркменистанцы не намерены терпеть такой террористический режим, башистский режим. И поэтому мы призываем вас горячо, чтобы все еще раз участвовали во втором туре выборов. Может быть, сейчас наша
землячка, соотечественница Нурджан также расскажет об этом, чтобы наши дорогие женщины туркменистанки или из Туркменистана, наши матери, сестры тоже участвовали активнее в этих выборах. Пожалуйста, Нурджан, вам слово. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Мы готовы проводить второй тур, так как наш кандидат Мурат Курбанов выиграл большим отрывом. Да, отрывом, около 50%. Поэтому я прошу всех активно участвовать в этих выборах. Да, были выборы, дали голоса. Спасибо большое. Большое дело сделали. Это мы для нас, для наших будущих детей все это делаем. На самом деле народ устал. 30 лет под гнетом. Люди убежали уже с этой Туркмении. Бог его знает, в каких условиях, в каких этих живут люди. В рабстве. Очень многие жалуются. Поэтому давайте возьмем себя в руки и дадим голоса. В этот раз тоже. Этот первый тур был для нас экзаменом. И я считаю, что мы прошли этот экзамен очень успешно. И давайте второй тур тоже сделаем, чтобы наши голоса больше 50 было, около 100. Но то, что в Туркмении это проводилось, это сфальсифицированные голоса, это купленные, это в течение 30 лет это длится, и весь народ наш знает это. Вот, поэтому не будем молчать. Давайте, люди, будем идти вперед, агитируйте людей тоже, потому что хватит в таких условиях жить нашему народу. Надо возвращаться к себе на родину и добиваться демократического общества, чтобы люди и наши дети процветали, жили хорошо. Мы верим в нашего кандидата Мурата Курбанова. Он очень честный, порядочный человек, и поэтому мы все даем голоса за него. И я призываю всех, народ наш, женщин, всех, чтобы все активно участвовали. Спасибо. Спасибо, Нурджан. Да, вот теперь я могу рассказать об одном моменте голосования, электронного голосования. К нам очень часто обращаются с вопросом, вот мы хотели очень проголосовать за демократического кандидата Мурата Курбанова, но вот мы не смогли это сделать, потому что не могли по мобильному телефону понять, как вот нажать, где нажимать и каким образом проголосовать за нашего общего демократического кандидата. Чтобы этот момент прояснить, я сейчас передаю слово снова Мурату Курбанову, и мы планируем на днях специально записать ролик с тем, чтобы вот один из наших технически продвинутых ребят, который участвует в организации этих выборов, рассказал всем нашим землякам, соотечественникам на туркменском и на русском языках, как проголосовать правильно, используя свой мобильный телефон. Пожалуйста, Мурат, расскажите коротко об этом. Да, вы правильно заметили. Спасибо. На самом деле, в первом туре голосования очень много людей мне звонили, очень много людей из Туркмении отправляли копии паспортов, предлагали, не знали, как это сделать. То есть первый тур был очень сложный. Надо было или в Телеграме, или на сайте зарегистрироваться. Да? Для нашего населения, которые 30 лет угнетают информационно, это очень сложно сделать. Поэтому мы выпускаем специальные видеоролики, вот на днях вы увидите, на русском языке, на туркменском языке. Там будет показано, как голосовать, какие документы надо иметь при себе и как голосовать, вся процедура голосования. Если у вас нет телефона,
интернета, компьютера или еще каких-то вещей, вам надо добраться до ближайшего компьютера или попросить кого-то знакомых, у кого есть компьютер, и подъехать к нему и вместе с ним сделать это голосование. Это очень просто. Вы увидите на видеоролике. Поэтому, пожалуйста, естественно, мы начнем голосование чуть-чуть раньше, с учетом того, что не каждый человек может освободиться в день голосования и проголосовать. Мы за несколько дней раньше начнем эти голосования. Для того, чтобы те, кто будет в поездке в этот день, в дороге или еще где-то, смог, как согласно Конституции, говорится, заранее проголосовать и оставить свой голос. Потому что после даты голосования голоса закрываются. Сайт будет закрыт, голосовать будет невозможно. Спасибо. Да. Спасибо, Мурат, за это разъяснение. Я думаю, что когда вы говорите, что вы должны добраться до первого компьютера, там, у ваших знакомых, там, друзей и так далее, может быть, мобильного тоже хватит. Если у кого есть мобильный телефон, то не надо и бежать, искать там компьютер и так далее. Телефон можно или по мобильному. интернет. Просто нужно, чтобы наш интернет нужен, да, конечно, онлайн же это проходят эти выборы. И я думаю, что согласно общепринятым таким нормам выборов в мире, да, ну где-то за 3 дня можно начинать выборы. И чтобы еще раз, в нашем случае это очень важно. Почему? Потому что, допустим, те, которые живут в Латинской Америке, есть и немало туркменистанцев, которые сейчас живут где-то в Аргентине, в Бразилии, там. Я встречал своих земляков даже в Колумбии. Сейчас по всему миру разбросаны наши туркменистанцы в поисках куска хлеба, к сожалению. Они живут также в Филиппинах, в Малайзии и так далее. То есть туркмены есть повсюду, где можно, согласно твердым и справедливым законам, бизнес-законам и предпринимательским законам, где можно себя и свою семью прокормить и зарабатывать деньги. Вот этого как раз и нет в Туркменистане. Поэтому наши соотечественники вынуждены жить и работать в разных странах, в разных часовых поясах. И я думаю, что начинать выборы за 3 дня до, допустим, последнего решающего дня, то это будет справедливо, потому что у кого-то уже это прошлый день, у кого-то будущий. Вот это не совпадают часовые пояса, не совпадает дата проведения выборов одинаково. И поэтому это будет предусмотрено. Но еще какие-то будут детали, естественно, которые мы, я думаю, откроем, когда Центральная комиссия по выборам в Туркменистане объявит свои, пусть хоть фальсифицированные результаты выборов, где непременно они, конечно, нарисуют столько-то процентов, и, наверное, где-то около 90% голосов туркменистанцев, будто бы они голосовали за Сердара Бердымухамедова. В этом никто не сомневается. Но в то же время это нам нужно, чтобы, отталкиваясь даже вот от этих фальшивых данных, результатов, идти на второй тур голосования электронного и провести эти выборы в свободном мире, как и полагается. Мы просим вас еще раз, участвуйте активнее. Считается вот во втором туре, да, во втором туре голосования будет считаться победителем тот кандидат, который наберет наибольшее число или наибольший процент тех, кто участвует на выборах электронных. И поэтому не пропустите этот важный момент и, пожалуйста, покажите еще раз свою активность, свое гражданское мужество и давайте вместе докажем этому режиму, что туркменистанцы больше не хотят смириться с тем, что продолжалось в течение 30 последних лет. Все, точка.
дальше уже туркменистанцы будут жить согласно демократическим законам, которые очень скоро утвердятся в Туркменистане, если наш кандидат победит в предстоящем во втором туре выборов президента Туркменистана. Ну, сейчас вот к нам присоединился еще один наш земляк, соотечественник. Если он тоже хочет сказать свое слово в данном случае, мы передадим ему слово. Сердар Ходжанепес, можете сказать несколько слов? Тема нашего сегодняшнего разговора – это второй тур президентских выборов Туркменистана в электронном формате. И мы вот призываем, коротко, если вам рассказать об этом, наших соотечественников активнее участвовать во втором туре выборов. Пожалуйста, вам слово. Spasibo еще раз. Yine de sağ olun izleyiciler. Elbette bu ikinci tur eğer de yine de edilmek istenen olsa belki burada hatta Türkmenistan'ın hükümeti geldiren haberlere ve entegre netice verilmeyendir. Demek ki halkın istemeyendiği ortada aşikar olup duran olmalı. Ну, как смотреть? Если есть второй тур, то надо, думаю, начинать сразу. И, как обычно, как Telegram, как это повторяли, adamlar bir yerde öğrendiler ve köpçülük bunu görmeyene isteği bildirer mukadiyen. Sağ olun. Добро, спасибо. Действительно, мы готовы объявить дату проведения второго тура президентских выборов, но мы ждем, как я уже сказал, объявления, пусть хоть фальсифицированных, нарисованных процентов, которые будут даны в пользу Сердара Бердымухамедова. Это очень важно, потому что как только они объявят результаты свои сфальсифицированные, мы будем уже, исходя из этого, назначать дату второго тура. Но тогда, как я вижу, мы уже подходим к концу нашей передачи короткой, которую мы организовали для информации, которая обращена к нашим соотечественникам, которые будут участвовать и готовы участвовать во втором туре президентских выборов. И я представляю сейчас для заключения нашей передачи, нашего выступления Мураду Курбанову. Пожалуйста, Мурад, можете подытожить наше сегодняшнее выступление. Спасибо большое. Дорогие туркменистанцы, независимо, кого вы представляете, какую партию, за кого вы голосуете, неважно. Важно, чтобы все участвовали в этих выборах. Мы должны официально свободному миру, всем международным организациям, международному сообществу показать, до какой степени Туркменистан, то есть владелец Туркменистана Бердымухамедов, обманывает весь мир. Вашим голосованием вы забиваете гвоздь в крышку гроба диктатуры в Туркменистане. Если я побежду на этих выборах, если я окажусь победителем, мы обязательно эту победу официально зафиксируем во всех инстанциях и с помощью этих организаций приедем в Туркменистан, арестуем Бердымухамедова. Арестуем Бердымухамедова и проведем настоящие выборы в Туркменистане с участием всей оппозиции. Кто хочет, приедет в Туркменистан, будет участвовать в выборах, которые пройдут свободными, открытыми. Мы изберем новый парламент, мы изберем все заново и будем жить как нормальное государство светское, развиваться, идти по демократическому пути, идти по пути человеческих ценностей, идти по пути туда, куда идет весь цивилизованный мир. Хватит уже этой диктатуре решать нашу судьбу. Поэтому я вас всех призываю, независимо от политических партий, руководителей, журналистов, просто народ Туркменистана, поддержать эти выборы, провести их и показать всему миру, что весь Туркменистан против этой семьи, которая уже 16 лет правит нами,
и которых хочет еще править 30 лет. Спасибо. Спасибо, Мурат. Я бы хотел сделать здесь важное замечание по поводу, как вот демократическое будущее правительство будет поступать по отношению к нынешнему диктатору, его семье, его ближайшим, в отношении его ближайших родственников и его соратников, таких как Жадан, Храмов, потом, значит, и другие высокопоставленные туркменистанцы, которые участвовали в нескончаемом терроре над населением. Это, конечно, все будет происходить в рамках закона. Мы не допустим никакого самосуда, и они будут преданы демократическим судам. И пусть, во-первых, они будут обеспечены адвокатами, а во-вторых, они, если у них хватит денег, которые они зарабатывали, работая на тех должностях, где они находятся, а не на ворованные деньги, миллиарды, даже своих адвокатов, пусть они нанимают вот 10 адвокатов, если у них на это хватит их заслуженные деньги. Но никакого самосуда не будет. А главное, все те высокопоставленные работники режима, которые в решительный момент встанут на сторону, перейдут на сторону народа, на сторону законности и демократии, их дела будут рассмотрены опять-таки на демократических судах, и, возможно, они будут прощены, если они заслужат и завоюют доверие народа тем, что они вот в решающий момент перейдут на сторону народа и не допустят кровопролития. Я бы очень хотел попросить подумать над этим всем нашим землякам, которые сегодня служат режиму, особенно высокопоставленным туркменистанцам, от которых будет зависеть, как произойдет сейчас смена власти. Готовьтесь к этому и не допускайте ошибок, которые потом будут преследовать вас всю оставшуюся жизнь. Ну, спасибо вам тогда за внимание. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу и можем сказать до встречи в эфире. До свидания. До свидания.